Ну а в Удмуртии готовится к премьере первый для республики мюзикл. «Алые паруса» поставили на сцене Национального театра. Актеры учились петь и танцевать, но для начала им пришлось по-новому взглянуть на своих героев, рассказывает Анастасия Петрова. Вы что, думаете, это шутки? Вас же сгноят в тюрьме. У актера нацтеатра Сергея Наговицына в новой постановке главная роль. Главная – отрицательная, причем злодея он играет впервые за 5 лет работы. А потому и к знакомству с персонажем подошел с особой тщательностью. Нужно соблюсти такой нюанс, что обязательно в отрицательной роли ты должен искать хорошие его черты. В спектакле, мне кажется, так все герои стремятся к своей мечте, и отрицательный герой тоже стремится. Именно мечта – ключевое слово в известной повести феерии Александра Грина. История о девушке Ассоль и ее вере в чудеса, и принца на корабле с алыми парусами. Я построю маяк до неба. Только в новой постановке театра, а это мюзикл, сюжет приближен к нашей современности. Ассоль уверена в себе и самодостаточна, а Грей совсем не сказочный герой. Такими их увидел режиссер Алексей Ложкин. Настроение поддержали и в декорациях, и костюмах с нотками рока. Костюм должен разрываться на героине на сцене перед зрителями, но не в клочья, а отдельные детали, причем четко по сценарию, должны отлетать и вырываться. Поэтому мы сложно подбирали ткань, это сложная конструкция платья. А еще специальная обувь. Актерам пришлось даже освоить технику степа. Здесь помимо умения держать ритм, вообще слышать ритм музыкального слуха, надо еще и технику хореографическую. То есть достаточно должна быть хорошо подвижная стопа. Умение чередовать вот этого расслабления, напряжения стопы, чтобы издавать звук набойками. Пригласить помощников для подготовки к премьере Национальный театр смог благодаря федеральной поддержке. Став одним из лучших в стране, он получил грант. На часть средств купили микрофоны, которые, кстати, некоторые артисты до сих пор забывают включать. Привыкнуть к новому жанру оказалось нелегко. Анастасия Петрова, Олег Ропачев, Вести, Удмуртия.